В настоящее время Министерство финансов Республики Абхазия проводит реформу бюджетного процесса, не модернизацию или совершенствование отдельных процессов, а создается новая форма и внедряется принципиально иная система бюджетного процесса. Конечно, такие перемены сопряжены со сложностями, ведь в данном случае ломаются устоявшиеся годами традиции, подходы к работе. Но, как отмечают в Министерстве финансов, реформы необходимы и назрели давно. Не всегда реформа проходит гладко, она не всегда имеет своих сторонников, зачастую противников, но самая главная цель, которую мы преследуем, задачи, которые поставлены перед нами, и результат, который мы хотим достичь. Ну а целью любой реформы является укрепление государственных основ, в частности реформу, которую мы проводим, ее основной задачей является создание прозрачной бюджетной системы, прозрачное движение денежных средств, оперативность и мобильность этой системы. И главная задача, которая перед нами стоит, это оптимизация и эффективное управление государственными финансами. Результат, который мы ожидаем, он, в зависимости от того, в какой системе реформа проводится, результат может быть разный. Если мы направлены на улучшение качества жизни и повышение социального благосостояния, то, конечно же, эти реформы сопряжены с дополнительными расходами. Но то, что касается реформы, которая проводится на базе Министерства финансов в рамках бюджетного процесса, это реформа, результатом которой должно стать оптимизация государственных расходов и повышение собираемости доходов. Это реализуется благодаря тому, что усиливается администрирование доходов. Планируется внедрение новой формы предварительного контроля целевого использования средств. Затем также будет усовершенствован последующий контроль целевого использования средств. Предварительный контроль целевого использования средств становится возможным благодаря внедрению казначейской системы исполнения бюджета. А то, что касается последующего контроля, то это усовершенствование механизмов работы контрольно-ревизионного управления, которое тоже создано при Министерстве финансов. По словам министра финансов, реформу начали проводить в оперативном режиме, так как в 2014 году был издан новый закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, который предусматривал переход в 2015 году на новый бюджетный процесс. К этому времени также были подготовлены нормативно-правовые акты. Но, к сожалению, как отмечают специалисты, реформа – это сложный и длительный процесс. И для того, чтобы она проходила правильно и качественно, необходимо иметь четкий план действий. К началу 2015 года такого плана не было, поэтому весь прошедший год Министерство финансов занималось разработкой дорожных карт, разрабатывало четкий и подробный план действий. Специалисты министерства изучали зарубежный опыт реформирования системы в целом, ведь в данном случае необходим целостный подход, а не реформирование отдельных элементов, иначе реформа не будет иметь ожидаемого эффекта. Пилотный проект по переходу на казначейскую систему исполнения бюджета нам пришлось запустить уже в сентябре 2015 года. И в ручном режиме по этому проекту на казначейское исполнение бюджета перешло ряд бюджетополучателей, включая администрацию президента, Министерство финансов. Вполне успешно, на мой взгляд, стартовал этот пилотный проект. Сегодня он продолжается. На сегодняшний день переведено 19 бюджетополучателей на казначейскую систему исполнения бюджета. Сложные, еще раз, трудные процессы для самих бюджетополучателей, но все методологическое сопровождение находится в Министерстве финансов. Наши бюджетополучатели не одни сами собой находятся со своей проблемой. Эти вопросы мы решаем совместно, работает целая группа лиц, которая помогает перейти на новые правила бюджетного процесса. И уже автоматизируются процессы, что принципиально важно, что мы с апреля уже перешли на автоматизацию процесса казначейского исполнения. Работают специалисты, которые внедряют эту систему уже второй месяц. С 1 июня пилотные проекты мы планируем запустить и на уровне местных бюджетов, потому что они тоже переводятся как республиканский бюджет на казначейскую систему исполнения. Ну а с 1 июля стартует большой-большой проект. Это
масштабный переход и на казначейскую систему исполнения бюджета, и переход на новые правила бюджетного учета. Сегодняшняя система, в которой работает наше государство, сложилась в конце 80-х, начале 90-х годов и с того периода не пересматривалась, практически не вносились изменения. То, что касается вопросов бюджетного учета, это те инструкции, стандарты, которые были разработаны и действовали в период Советского Союза. И, конечно же, они не отвечают требованиям сегодняшних реалий, в частности, не подходят современным экономическим стандартам. Мир давно шагнул вперед. Сегодня активно применяются новые технологии. Это век информации и скорости. И необходимо оперативно обрабатывать большой объем информации, который скапливается каждый день. И если мы не в состоянии работать в таком режиме, то, по сути дела, мы не можем эффективно и правильно управлять теми финансами, которыми обладаем, и лишены возможности достигнуть те цели, которые стоят перед нашим государством. В проведении реформы оказывают помощь российские специалисты. Переход на казначейскую систему исполнения бюджета осуществляется при содействии и поддержке федерального казначейства. Более того, за счет финансовой помощи Российской Федерации мы переходим на автоматизацию всех процессов. Также оказана методологическая помощь в режиме реального времени. Ежеквартально приезжают специалисты федерального казначейства для проведения лекций и семинаров с бюджетополучателями. То, что касается реформирования бюджетного учета и перехода на новый план счетов, то и в этом вопросе методологическое сопровождение осуществляют российские специалисты. Реформа, которая сейчас проводится в государстве, она важна именно с государственной точки зрения. И первое, с чего мы начинаем семинары, любой наш семинар, мы говорим следующее, что каждый бухгалтер выполняет очень важную государственную функцию. Каждый бухгалтер учитывает те денежные потоки, те активы и пассивы, которые принадлежат не любому отдельному учреждению, а они принадлежат целиком государству. И суть реформы, которая сейчас происходит, она и является тем стержнем, который приведет к осознанию каждого бухгалтера, что это активы и пассивы государства, это деньги государства. И поэтому это та основа, которую мы сейчас пытаемся сказать на семинарах. То, что касается самих семинаров, конечно, в ряде случаев бухгалтерам очень сложно осознать, что те правила ведения учета, по которым происходило до реформы, сейчас принципиально меняются, это совершенно другие правила. Но, к нашему счастью, есть очень профессиональные бухгалтера, которые воспринимают это, которые рады тому, что происходит в республике изменения, и готовы не только сами переходить, но и помогать своим коллегам. Мое впечатление таково, что за очень короткий срок Министерство финансов провело очень большую работу по подготовке к этому процессу. Действительно, было очень много подготовлено законодательных актов, которые регулируют переход на новую систему бюджетного учета, контроля, управления в государстве в целом. И подготовка ведется очень профессионально, в сжатые сроки, и на данный момент я бы сказала, что этот процесс запущен полноценно. Впечатление от специалистов, с которыми мы работаем, очень неоднозначно. Конечно, переход на новый план счетов, особенно бюджетного учета, я почему на него больше сейчас говорю, потому что это касается большей части людей, специалистов, которые в этом процессе будут задействованы. Это трудоемкая очень работа, это ясно, безусловно. И сложность в основном состоит в том, что специалистам бухгалтерских служб необходимо будет изучить достаточно большое количество нормативных законодательных актов, которые регулируют не только бюджетный учет, но и вообще бюджетный процесс в целом, потому что нельзя построить бюджетный учет только на уровне плана счетов. Здесь нужно осознавать, конечно, сам процесс полноценно. И здесь, конечно, сложность состоит в том, что специалисты все очень разные, и здесь не секрет в том, что есть специалисты, которые недостаточного уровня для такого перехода.
И это должны осознавать в первую очередь, конечно, руководители учреждений, потому что переход неизбежен, и это нужно осуществлять. Следовательно, нужно уже заранее продумать шаги по вот именно обучению своих специалистов, для того, чтобы они могли безболезненно перейти на новый план счетов. Первое впечатление у специалистов, когда до них доводится информация, конечно, это неуверенность в том, что они смогут осилить этот процесс. Но постепенно, когда до них доводится информация о том, как это будет проходить, а мы, в свою очередь, со своей стороны стараемся донести это более доступным языком, где-то упрощать определенные сложные моменты, чтобы это было ясно вашим специалистам. И постепенно с каждой новой информацией, с донесением, сообщением вашим специалистам, у специалистов появляется заинтересованность. И те, которые уже начали этот процесс, уже переводят, они принялись за эту работу с большим достаточно энтузиазмом. Им интересен этот процесс. Вот. И я в полной уверенности, что вы этот процесс пройдете, и специалисты в итоге получат тот результат, к которому стремится вся Республика Абхазия. Вот. И на уровне государственном этот учет будет у вас полноценно восстановлен в полном объеме. Тот методологический материал, который подготавливается сотрудниками нашей фирмы, мы провели экспертизу, мы приезжали несколько раз в Республику Абхазия, чтобы познакомиться с состоянием учета на сегодняшний день. И, конечно, мы поняли, что есть большие проблемы как с ведением бюджетного учета по старому плану счетов, и, вероятно, будут большие проблемы не только с ведением бюджетного учета по новому плану счетов, но и с переходным периодом. И поэтому, когда у нас была возможность ознакомиться, мы поняли, каким образом лучше подготовить тот методологический инструментарий, который мы подготовили на сегодняшний день. В чем суть той работы, которую мы выполнили? Безусловно, разработана куча нормативных документов, которые написаны сухим административным языком. И людям порой очень трудно понять в отдельных моментах, что означают те или иные фразы. Поэтому мы подготовили два блока методологического инструментария. Первый блок – это связанный с переходом от старого плана счетов к новому плану счетов. Этот блок содержит разъяснение и некий пример перехода от старого плана счетов к новому плану счетов. И второй блок, который мы сейчас готовим и будем читать семинар уже в конце июня, это методологический инструментарий по ведению бюджетного учета. Кроме того, планируется разработка новых инструкций по формированию бюджетной отчетности, который будет фактически результатом всей той работы, которая проводится сейчас в Республике Абхазия. На сегодняшний день самая главная задача, которая стоит перед нами, это получить достоверную и полную информацию о состоянии дел в нашем государстве. Именно новые правила учета, новые контрольные процедуры позволят нам собирать информацию, аналитику таким образом, чтобы понимать, какими активами обладает государство в целом, какие обязательства у этого государства сформированы по состоянию на конкретную дату. К сожалению, по сегодняшний день в нашем государстве не составлялся баланс исполнения бюджета. По государству в целом имеется в виду. Баланс, естественно, составляют отдельные бюджетополучатели, отдельные бюджетные учреждения. А вот сводного баланса, который бы отражал финансовое состояние нашего государства, мы такой сводный баланс первый раз будем формировать по результатам 2016 года. Мы будем знать, какими активами мы обладаем, то есть какие денежные средства у нас есть, какое движимое и недвижимое имущество есть в нашем распоряжении, какие обязательства у нас сформированы на конкретную дату. Это позволит нам правильно планировать наше будущее и принимать адекватные и своевременные решения, соответствующие реальной действительности, в которой мы живем.
Как мы уже отмечали выше, реформа – долгий и сложный путь, но стремиться к реформам необходимо. Министерство финансов и впредь будет проводить семинары и лекции для безболезненного перехода на новый уровень работы.